Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть сложнее и что может быть проще? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телешоу «Телеактивно». С вами мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. Итак, мы рады представить вам наших сегодняшних участников. И сегодня вместе с нами играют 23-я школа против 30-й школы. И мы рады пригласить в нашу студию первую команду 23-я школа. Это Кир Петров, Максим Березкин и Даниил Лаптев. Здравствуйте, друзья! Очень рады вас видеть в нашей студии. Давайте знакомиться, но вначале обозначьте, как вы назвали свою команду. Назовем. И у вас, может быть, есть девиз. Какое предположение? Horizon. Zero. Да. Хорошо. И? Скажи еще раз. Horizon. Horizon. Это название, да? Да. Запомнила? Я не запомнила. Хорошо. Так, и девиз? Наш девиз 4 слова. Я не знаю. Дружба, сила, воля. Нет. Дружба, сила, воля, слово. Хорошо, пусть будет так. Максим, вы согласны, да? Я полностью согласен. Максим Березкин участвует в нашей викторине уже во второй раз и нынче пришел с твердым желанием победить. В прошлом году играл вместе со своими учителями и, к сожалению, уступил победу 38-й школе. Максим учится в 11 классе, упорно изучает языки и признается, что они ему даются легко. В будущем планирует связать свою жизнь и профессию с дипломатией и международными отношениями. А сегодня, пока есть время, пишет стихи, песни, играет на гитаре и выступает в группе «Гроб Промок». Ребята играют разножанровую музыку, но в основном это инди и поп-панк. Кир Петров, президент среднего и младшего звена 23-й школы, отличник учебы, абсолютный лидер, нацеленный только на результат и успех. Мы уверены, что Кира ждет блестящее будущее. А пока он учится в 7 классе, обожает алгебру, играет в рок-группе своей школы, в основном как соло-гитарист. Готовит французскую кухню, особенно ему удается крем-брюле. К сожалению, третий участник 23-й школы в день записи программы заболел, и выручить товарища решился Даниил Лаптев, представитель 5-й школы. Спасибо ему за это. Ребята до этого не были знакомы, но это им не помешало быстро найти общий язык и вместе сыграть в телеактивно. Даниил учится в 11 классе и все свое свободное время усиленно готовится к ЕГЭ, ведь в конце года он сдает историю, обществознание и литературу. Правда, пока не определился со своим будущим, но эти предметы выбрал потому, что считает их самыми интересными в школе. А теперь давайте поприветствуем команду 30-й школы. Это Полина Шестоперова, Тимур Герц и Игорь Пастухов. Здравствуйте, очень рада вас видеть в нашей студии. Пожалуйста, название вашей команды и, возможно, девиз. Серебряные крылья. Все выше и выше и выше. Как многие знают, 30-я школа запустила долгосрочный проект «Самолет руками детей». То есть они его действительно строят. Это будет небольшой двухместный самолет, чьим сердцем станет модифицированный автомобильный двигатель. Сейчас еще рано говорить о проекте как о летательном аппарате, так как его еще предстоит не только построить, но и сертифицировать, то есть узаконить на него документы. В качестве базовой модели ребята вместе с учителями взяли самолет Dakota Hawk. Это проверенная временами модель, разработанная компанией Fisher Aircraft в 1993 году. Позиционируется как легкий любительский спортивный самолет. Он приглянулся тем, что в основном этот самолет эксплуатируется в Канаде, которая как раз ближе всего по климатическим условиям к Якутии. Сегодняшние ребята примутся за работу в следующем году, когда будут учиться в 10 классе. А сегодня они активисты школы и отличники учебы. Знакомьтесь, Тимур Герц, президент школы. Вместе с ребятами организует различные школьные мероприятия, состоит в детском совете при мэрии, где разрабатывает проекты по таким направлениям, как добровольчество, патриотизм и информационно-медийная отрасль. Тимур с гордостью признается, что отбор в этот совет был достаточно жестким. Из 40 школ Якутска отобрали всего 30 ребят, и их в том числе. Полина Шестоперова, вице-президент школы, координатор региональной команды Якутии в конкурсе «Большая перемена» и также состоит в детском общественном совете при главе города Якутска. Полина активистка, участвует во всех конкурсах, конференциях и олимпиадах.
а из хобби выделяет рисование, игру на укулеле и фотографирование. В 30-й школе Игоря Пастухова называют старостой школы. Он отвечает за учебный процесс и дисциплину. Он любит учиться, отличник школы, и все свое свободное время проводит в школе. Приходит туда в 8 утра, а уходит домой только в 6 вечера. «Школа – это мое хобби», – говорит Игорь. Но он все-таки лукавит, говоря об увлечении, ведь молодого человека можно смело назвать истинным театралом. Он не пропускает ни одной театральной премьеры, обожает наш русский драматический. Любит не только смотреть постановки, но и самому в них участвовать. И сегодня на телеактивно пришел с целью блестяще справиться с заданием пантомима. Что ж, посмотрим. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразы, указанных на карточке. При этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатые объяснения товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно, в которой спрятался кот в мешке. А это значит, что вам будет предложено несколько вариантов вопросов. Назовем их «Вопросная троица». Первый. Будет задан музыкальный видеовопрос от артистов Государственной филармонии Якутии. Второй вариант. Вопрос от самых младших экспертов нашей программы. Ну и третий. Будет дано задание «Стоп-кадр». А чтобы вам не было легко, мы решили усложнить игру. Если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам опять же будет предложен вопрос из вышеназванных 3 вариантов. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют 2 задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет вопрос из вопросной троицы. Прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начинает первый ход, а первый ход у нас всегда начинает команда красных. Так, до этого каждой команде будет задано по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы задают учителя 23-й школы, поэтому ваши родные учителя, я думаю, что вы справитесь, может быть, они даже вас подготовили, да, предварительно к этому конкурсу. И если так получится, что каждая команда заработает одинаковое количество очков, то в этом случае капитаны команды, вы уже, наверное, выбрали, кто из вас капитан, будут вынуждены кидать наш кубик, и у кого цифра будет старше, тот, собственно, начинает основную игру первым. Вопросы будут заданы совершенно рандомно по таким школьным предметам, как математика, английский, история, биология, химия. И поэтому вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Поскольку в эту студию вначале мы пригласили 23-ю школу, включая Данила, вопросы из школьной программы звучит сначала для вас. Внимание на экран. Назовите, пожалуйста, самые маленькие кости человека. Самая маленькая кость находится в ухе. Как называется? Что-то на У. Кир, вы даже не дали подумать Максиму с Данилой. Я не знаю, Данил, что? Эта кость находится в ухе, я точно помню, но как она называется, я не разбираюсь. Да, такая же история. Ну, что находится в ухе, я не знаю. Вы согласитесь с отличником? Да. Из 7 Да. класса, да? Кир 11 класс соглашается с 7-классником. Эта косточка находится в ухе, да? Давайте узнаем, так это или нет.
Самые маленькие кости человека – это слуховые косточки. Ну, почему-то нет продолжения. Стремечко называется. Ну, будем считать, что вы заработали уже 1 очко. И теперь вопрос для команды 30-й школы. Внимание на экран. Это озеро, расположенное в Российской Федерации, самое глубокое не только в России, но и во всем мире. Какой сложный Да. вопрос вообще. Может быть, это Байкал? Ну, давайте Байкал. Давай. Сарказм. Давайте посмотрим, так это или нет. Это озеро называется Байкал. Да, и, конечно, так. Так, 1-1. Второй вопрос для 23-й школы. Почему в пустыне жарко днем, а ночью прохладно? Как считаешь? Почему? Давай, Кир, почему? Блесни умом. Скорее всего, потому что отсутствуют солнечные лучи, и Земля не греется. В пустыне солнечных Нет. лучей нет? Ну, ночью. Вот один. Я считаю, то, что положение. песок очень быстро охлаждается. Так, Максим, вы согласны? С членами своей команды. Не, я сомневаюсь. Вы сомневаетесь? Да, мне Но всё-таки- нужно прийти к единому ответу. Да. У вас есть 5 секунд. Секунду. Ну, Давай. Ну, с песком, мне кажется, что-то Я считаю, то, что более-менее. песок менее плотный, поэтому он гораздо быстрее охлаждается. Все согласны, да? Да. Давайте сверимся с учителем физики. Так это или нет? Песок обладает малой удельной теплоемкостью, поэтому он быстро нагревается и быстро остывает, поэтому ночью становится прохладно. Да. Ну, Данил был прав. Да? 2 Всё очка у вас уже есть. Второй вопрос из школьной программы теперь звучит для 30-й школы. Что такое грамматическая основа предложения? Хороший вопрос из программы русского языка. Может быть, Подлежащее подлежащее сказуемое. сказуемое? Все согласны, да? Да. Подлежащее сказуемое. Давайте сверимся. Грамматическая основа предложения – это подлежащее и сказуемое. Абсолютно. 2 на 2. Да, ровно идут ребята пока. И последний вопрос из школьной программы для 23-й школы. Как называется созвездие, в которое входит полярная звезда? Большая медведица. Большая медведица. Да. Большая медведица. Медведица. Давайте сверимся. Надеюсь. Правильно. Или малая. Это созвездие Малая Медведица. Промахнулись, да. Так, последний вопрос для 30-й школы. Посмотрим, кто в этой викторине одержит победу. Как зовут главного героя рассказа Шолохова «Судьба человека»? Подождите, я читала. Она читала, она знает. Я знаю. А я не помню. Вы проходили, да, уже? Да, нет, мы еще не проходили, нам на лето задавали. Ну, ты уже читала, да? Ой, здорово как. Судьба человека. Я не помню, как зовут, но это вроде бы солдат какой-то был. А фамилия хотя бы? Нет, фамилию не вспомню, но это какой-то солдат был, да. Так, давайте сверимся с учителем литературы. Как звали все-таки главного героя? Главного героя рассказа «Судьба человека» зовут Андрей Соколов. Да. Лена была права, это Андрей Соколов, она мне шептала на ушко. Так получилось, что 23-я и 30-я школа заработала одинаковое количество очков по 2 очка. Как я говорила ранее, если одинаковое количество очков, значит, капитаны команды будут вынуждены кидать наш кубик, и у кого цифра будет старше, то, собственно, начнет игру первыми. Так, капитан команды 23-й школы кто? Кир, давайте. Кир, бросайте кубик, и мы определим, какой командой вы станете, красными или синими. 6. Но есть ли смысл? А вдруг у вас тоже 6 будет? Давайте проверим. Вдруг. 1. Ну, все. как-то да. Так, присаживайтесь на свои диванчики. Значит, 30-я школа на синий диванчик, 23-я на красный. А теперь давайте посмотрим, как со школьной программой справились горожане. Какова температура замерзания воды? При минусе градусов. Минус 10. Меньше 0 градусов он начнет мерзнуть. Я не помню. 0 градусов. 0. 0 градусов. 0 градусов. 0 градусов. 0 градусов.
Какая из этих жидкостей самая легкая? Варианты. Оливковое масло, вода или бензин? Оливковое масло. Вода? Вода. Так. Ну, масло. Оливковое масло. А нет, бензин, да. Бензин, молоток. Бензин? Так, ну, наверное, бензин. Бензин? Бензин-то он всплывает же на поверхности и везде синеньким лежит. Должно быть бензин. Как называется столица Австралии? Столица Австралии. Сидней, нет? Вашингтон, Ди-Си. Сидней. Вау. Я столицу Пакистана знаю. Какая? Исламабад. Вена. Вы путаете с Австрией. Австралия? Да, Австралия. Я не помню. Вообще пока ничего не помню. Одну кенгуру вспомнила, подождите. Ага, Австралия. Сидней. А, нет, не Сидней. Как там? На К. Канберра? Где пишется двойная «Н»? Свежекрашенный забор, приданная невесты, размеренные движения, стиранное полотенце. Стиранное полотенце. Ну, пусть будет свежестиранное белье. Стиранное полотенце. Стиранное, наверное. Свежекрашенный забор. Размеренно. А, нет, свежекрашенный. Размеренная. Размеренное. Размеренная. Как называется процесс поглощения углекислого газа и выделения кислорода растениями на свету? Это биология, там 6-й или какой-то класс. Я не помню. Фотосинтез. Фотосинтез. Ой, где-то крутится на фотосинтез. 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 Самый большой по площади район. Верхоянский. Кобяйский. Тамбонский? Так, ну это не Амиконский, не Усть-Майский. Не знаю даже. По-моему, Оленёкский. Оленёк? Оленёкский. Оленёкский, по-моему. Самый многочисленный по количеству населения район Якутии. Ну, наверное, город Якутск. Хангаласский? Хангас? Не знаю. Чурапчи. Чурапча, может? Негина Кангаласский. А все поняли правила игры, итак, мы начинаем. Команда красных кидает кубик первой, и таким образом определим, какое задание ей попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. Пожалуйста. Я хочу напомнить, что если кубик вам покажет цифру 6, в этом случае будет вам предложено задание стоп-кадр. Вам нужно будет угадать, из какого кинофильма либо сериала этот стоп-кадр. Та же участь вас ждет в конце нашего игрового поля. Если кубик покажет больше шагов, чем вам осталось, нужно будет в этом случае выполнить сразу два задания. Первое – это вот пантомима, как последняя клетка нашего игрового поля, и опять же стоп-кадр. Так, Кир, бросайте кубик. На каждый ответ вам дается 45 секунд. На этот вопрос вы отвечаете коллегиально. Кира, вы присаживаетесь на диванчик. Вам сейчас, как я только что сказала, будет предложен стоп-кадр. Внимание на экран. Из какого кинофильма или сериала этот стоп-кадр? Какое-то кораблекрушение. Да. Кораблекрушение. Что, какие фильмы про кораблекрушение? Да, это не Титаник, это еще. Может, Карибского моря? Пираты Карибского моря. Нет, там видишь, что-то желтое висит. Это что-то несовременное. Это не прошлое, точно. Какие фильмы про кораблекрушение бывают? Сейчас вспомним. Это вообще не кораблекрушение. Не. Ну что Так, там рухнуло? киноманы, 23-я школа, есть варианты?
Ваш ответ? Кир, Давайте привык «Пираты отвечать за Карибского всех. Да, давайте. Пираты Карибского моря. Пираты Карибского моря, вы думаете, да? Ну, предполагаем. Давайте сверимся. Узнаем, что там было дальше, и узнаем ответ. Мне кажется, Титаник. Нет? Да. Титаник? Да. Нет. А, были правы. Пираты Карибского моря. Выбрала не иначе. Так, абсолютно верно, это «Пираты Карибского моря». Вы делаете 6 шагов вперед. Кир торжественно берет фишку красного цвета и от нашего старта делает, да, 6 шагов. 6 шагов. Да, 6. Сюда? Да, вот так вот. Раз, два, три, 4, 5 и 6. На зеленую клетку ставится ваша фишка. Спасибо. Команда Так, игра началась. 30-й школы, пожалуйста, командир. Тимур бросает кубик. 2. Нужно говорить. Вначале, Тимур, подходите к нам, Карточку. выбираете любую карточку, какая вам понравится. Смотрим на розовый фон и на этом фоне человечек. Ребятам своим не показываем. Так. Словами, исключая однокоренные. Так, в центр нашего поля. Желтого цвета. По команде таймера, пока И думаете. смотрите на команду свою. Время. Вы когда в магазин заходите, вы что, когда выбрали товар, делаете? Идем на кассу. Так, а что вы? Так. Покупка товара. Так. Что? Ну, покупка товара. Это где-то вот что-то произошло, где-то. Покупка на кассе. Оплата товара на кассе. Вот оплата только как-то по-другому. Оплата. Синоним. Приобретение товара. Нет, Нет, синоним вот это. Оплата, синоним Корень, оплаты. корень правильный, просто это приставка другая. Вот, у тебя было вот это слово. Да блин. Покупка на кассе. Нет. 5 секунд. Так, 2 секунды. Вот оплата ты говорила. Время. Корень правильный, просто Правильный Ответ какой? Ответ какой был, Тимур? платеж на кассе. А, Я же говорю, корень правильный, только приставка Нужно другая. угадать слово-слово, включая Ну, да. предлоги. Мгм. Так, ваша Ваша фишка фишка стоит на стоит. месте. Команда красных, 23-я школа, продолжает игру. То, да, по очереди бросаем. Сегодня Кира хочет играть за всех. Так, Максим бросает кубик. 2. О, центральная клетка. Присаживайтесь, Максим, на диванчик. И вас ждет музыкальный вопрос. Свой музыкальный вопрос задают артисты Якутской филармонии. Вам нужно будет угадать, что за композиция, откуда она. Есть вариант, да? Даже не дали потанцевать мне. Так и ваш вариант. Цой. Да. Это чьи? Виктор Цой, группа кино. И композиция? Группа крови. Группа крови. Группа крови, да? Ну, конечно, группа крови. 2 шага вперед. Так, Максим, да, делает 2 шага вперед, и фишка становится на центральную клетку. 1 и 2. Здорово. Так, экватор нашей игры. 30-я школа бросает кубик. Нужно уже догонять своих Да, конечно. оппонентов. 2. Да. Говорить. Время. В общем, это получается что-то, когда вы с друзьями, с которыми вы были долгое время, учились долгое время. Встреча Одноклассники? выпускников. Да, вот встреча с одноклассниками. Да. Молодец. Верно. Молодец, Игорь. победа. 2 Встреча шага с вперед. одноклассниками. Да, Полина делает 2 шага вперед. 1, 1, 2. 2. Воу. Супер. 23-я школа, пожалуйста. Данил бросает кубик. Сегодня Данил играет за 23-ю школу, так что вы сегодня Так, какое число загадываем? одноклассник Максима. Какое число загадываем? Давай. 5. 5? Не 6, да? 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Не, подожди, я не так считаю. 1, 2, 3, 4, 5. Говорить. Ага. Время. Есть такое биологическое существо, обладающее мозгом, и это существо ниже, чем другие существа этого же вида. Максим, ты задумался? Биологическое существо. Ребенок. Биологическое существо, которое обладает чуть
меньшими пропорциями, чем другие существа этого же вида, но оно обладает таким же плюс-минус Сложно, да? ростом. Плюс-минус ростом. Калибри. Так. Обладающее мозгом и интеллектом. Интеллектом. Человек, ребенок. Мгм. Ребенок. 3 слова. 3 слова. Три Маленький слова. ребенок. Ой. Время. Ваш ответ? Человек маленького роста. Ну вот как-то с заковыркой. Слишком, да, Да, слишком сложновато. витиевато начал объяснять Данил. Так, 30-я школа 30-я делаем. школа. Бросаем кубик. Игорь бросает. Игорь, какую цифру вы заказываете? Хорошо. Хорошую? Один Очень тоже хорошо. хорошая Почему? цифра. Потому что это пантомима. Вы как раз ждали. Заказ. Да. А мы ждали от вас актерского мастерства. Выбираем карточку, смотрим на желтый фон, на желтом фоне маска. Время. Собака. Кошка. Это животное. Это домашнее животное. Давай, ну покажи что-нибудь. Сфинкс, я не знаю. Сфинкс. Да. Да. Так, делайте шаг вперед. Слишком хороший актер. Только усилий. Ради одного шага. Обидно немножко, да? Игорь, молодец. Ваше актерское мастерство не подвело. Ребята угадали, вы молодец. Так, 23-я школа. 23-я Давайте. школа. Кир. Какую цифру загадываете? Она исполняется. 4. 4. Хорошо. Ну, почти 3. 3. Раз, два, три. Тоже пантомима. Замечательно. Мы посмотрим Пантомима? теперь на вас. А можно я вызову человека одного? Да, я Куда? думаю, можно. Да? Я тебе нужен? Ты мне Время. нужен. А что, я один буду угадывать, да? Нет, Максим тоже угадывает. Крещение. Крещение человека. Самокрещение. Креститель. Креститель. Священник. Священник. Священник, да. Раз, два, три. Вот. Да, три, верно. три. Да? Вот это. что такое? Начинаем с зеленого шага просто. Так. 30-я Так, школа. 30-я школа. Почему? Да, 30-я. Мгм. Ты вообще. Какую цифру загадываете? Не так вот. 3. Зато 3. Раз, Больше. два. Пантомима. Пантомима. Так, да. Мгм. Время. Шляпа. Ага. Волосы. Волосы. Прическа. Шевелюра. Подстригаться. Эти кудряшки. Ну, Делать кудри. Кудрявые волосы. Молодцы. Кудрявые волосы. абсолютно 3 верно. шага вперед. Так, Так, ваша следуя. фишка синего Синего цвета и 3 шага вперед. Сюда и Да. сюда получается. Вот, да, синяя. Раз, Раз, два, 2, 3. 3. Следующие 3. Еще, да. Ага. Следующие 3. У вас 3 шага. Так, молодцы. 23-я продолжает игру. Максим бросает кубик. Какую цифру? 4. 4. Раз, 2, два, 3, Ага. 4. 2 задания. Два вам задания. будет дано. Вначале вы должны Пантомима. справиться с пантомимой. Время. Регулировщик. И дорога. Поворот. Поворот. Перекресток. Перекресток. Переулок. Дорога. Тротуар. Ответвление от дороги. Направо. Налево. Поворот. Поворот налево. Разветвление. Ну. 20 Один. секунд. Одно. Один. Налево. Одна дорога. Left. Поворот дороги. Дорога одна. Одна дорога. Одна дорога. 2 дороги. Одна дорога. Одна. 2 поворота. 2 поворота. 2 разветвления 2 шага. дороги. Время. Ответ? Дорога налево. Ну вот, Кир, кстати, рядышком был. Да, рядом. Но надо было сказать полностью Да. фразу, да. Я вот прям ждала, когда вы скажете полностью фразу, к сожалению. Turn left, да, У нас на русском языке передача, поэтому никаких left, там, right и прочее. Ваша фишка стоит на месте, а игру продолжает Полина, 30-я Давайте. школа. О, 5. О. Раз, два, что? 3, 4. Пять. Говорить. говори. Говорить, да. Ага, опять. Время. Дом для пчел. Улей. Да. Да. Верно. Ули. Ну это так просто, да? Да, Ули. Давайте, молодец. вперед. Там даже времени Нет, не нет. остановилось. Вот на красную на вначале, розовую. вперед, ага. Вот Раз, два, 3, 4, 5. 5. Ты. Молодцы. 23 Ну школа. теперь Вот. прямо
в затылок дышит 30-я школа. 23-я продолжает игру. Данил бросает кубик. 5. 5. Ну, Два задания, опять же. Пантомима. Пантомима первое задание. И если вы с ней справитесь, то стоп-кадр. Время. Лампочка. Груша. Яблоко. Яблоня. Поел яблоко, съел яблоко. Сытое яблоко. Сытное яблоко. Вкусное яблоко. Вкусное яблоко. Очень вкусное яблоко. Очень сытное яблоко. Вкусное сытное яблоко. Наелся яблоком. Еще покажите. Сорвал яблоко. Сорвал и съел яблоко. 5 секунд. Что? Ваш ответ давайте. Сорвал Минута, время. Как вернуть их обратно в русло, я не понимаю. А что? И ваш Не, ну ответ, ты- у какой тебя- ответ-то правильно был, Данил? Вкусное яблоко было, да? Невкусное. Не вкусное? Аппетитное яблоко. Аппетитное яблоко. Но вот слово аппетитное сложно показать. Но яблоко, да, все верно. Так, 30-я школа. Давайте. Очень интересно, прямо интрига. Кто ж сегодня держит Игорь, давай победу? 6. 3. Это не Раз, 2. 2, 3. 3. Рисование. Рисование. Вау. Урок О. рисования. Время. Что это штаны? Что это? Палатка. Ну, я не знаю. надо... ладно. Нет, что это? Это одежда? Панталоны, я не знаю. Это одежда? Игорь, это нижняя часть тела? Все-таки, мне кажется, Игорь не 15 знает, секунд. как 15 секунд. изобразить. А что это? Мы вообще... Ваше Дырки, предположение? что ли? Джинсы с дырками? Дырявые штаны. Дрявые джинсы? Что это? Присоски какие-то, не знаю. Щупальца? Время. Что это? И правильный ответ какой был, Игорь? Брюки клеш. Клёш. А что это за... Ну, Игорь не знает. А вы не знаете? Что... Ну, а Полина, вы бы Это ответили. как, ну погоди, да, вот это вот? Да, да, Блин, так их же нарисовать можно было. Вот. Ну, Игорь, к сожалению, Что не это за дырочки? знал, что за брюки такие, поэтому немножко ввел в заблуждение. А, ничего, я сама. Но вы идете пока вровень. Давайте посмотрим 23-я школа, как Давай. у вас сложится сейчас. Какая цифра выпадет. Какую цифру и, хотите? возможно, она определит Ну, исход игры. Нужно 6. Минимум 6. Ну, не вам больше. нужно, смотрите, у вас же красная, да? 3. 3. А, ну 3. Тогда как? Либо 4. 4. Ну, значит, два задания. Значит, два задания. Так, Пантомима. первая Пантомима. пантомима. Время. Малой. Что-то открываешь консервным ножом. Консервный нож. Открываешь консервным ножом. Да. Что? Как? Как это возможно? Максим так устала, Нет, консервный нож. подождите. Да, Есть да. еще второе задание. И второе задание. Присаживайтесь Присаживайтесь. пока на диванчик, Кир. И на это задание вы отвечаете, как известно, все фрейм. Внимание на экран, стоп-кадр. Это Гарри Поттер. Это Гарри Поттер. Гарри Поттер. Ваш Скорее ответ? всего. Опять Кир отвечает за всех? Ну, Нет, э, это реально Гарри это Гарри Поттер. Поттер. Это Гарри Это Поттер. Гарри Поттер. Да. Давайте узнаем, так это или нет. Пожалуйста. Да. Да, по саундтреку. Да, это выиграли. Гарри Поттер. Да. Так, Спасибо. ну и получается, что в этой игре, в сегодняшней, у нас побеждает 23-я школа. И мы вручаем вам сертификат на 1500 рублей в кафе «Дандан», туда, где вкусно. Приятного аппетита. Но прежде, чем получить сертификат, давайте сделаем Торжественно. торжественно. Втроем. 3 шага вперед. Вы можете сделать, да, это все вместе. Ну-ка. Раз, Раз, два, три. Ура! 30-я школа. Ну, надеюсь, вы не расстроились. Нет, на самом деле все Не, равно нам же просто круто. не повезло. Да. А какие сложности были? С рисунком, С рисунком, да. Кубик кидать. А пантомима? Пантомима? Нет, пантомима вообще. Игорь отлично сыграл. Как его не кинешь, он Сфинкс, красиво. Прям сразу Да. угадали, да. Так, а насчет рисунка, это вот вы имеете в виду, Полина, брюки клеш, да? Да. Брюки клеш. Ну, Это немножко просто немножко Игорь не клеш. не понял, как их рисовать, поэтому, да? Ну, а Тимур, вот для вас что было самым сложным и наоборот самым простым?
что? А Вы всё- пришли сюда с настроем победить, конечно же. Получить значок серебряный Самое крылья. сложное было 6 выбить на этом кубике. Хоть 2 выбивает. Ну, понятно, так. А так нет, вообще все просто. Полина? Мне больше понравилось. Ну, я только слова рассказывала. Ну, на самом деле, вот это улей. Я просто сказала 2 слова, все. А какого задания вы больше всего боялись? Как раз его, кстати, да. Словами Я не- объяснять? Да, я не хотела словами объяснять. То есть И тут проще 2 было раза. что-то рисовать, либо Да, показывать, да? Мгм. Так, Игорь, ну с актерским мастерством, с пантомимой, молодец, браво. Спасибо. Вот. Вы Мне- боялись этого задания, да? Нет. Когда я смотрел Ждал. недавно вашу передачу, мне Мгм. сразу стало понятно то, что все это круто. Мне сразу понравилось. Ну, Мгм. я немного побаивался пантомиму, но убедился то, что да, это... могешь. Здорово, спасибо вам. Так, ну 23-я школа, Максим, наконец и победа у вас в кармане, да? Зачем, собственно, вы и пришли? Кир, вот я вот видела, да, наблюдала за вами в течение игры, вы очень серьезно были настроены, вы были настроены только на победу. Почему бы? Первый раз здесь. Первый раз здесь, но вообще вы по жизни победители, я так вижу. Не любите проигрывать. Согласна. Максим, ваше впечатление от игры? Вот было интереснее играть с учителями, вы в прошлый раз играли с 2 учительницами, либо вот с ребятами? Ну, я не могу сказать, что в тот раз или в этот раз было прям какая-то разница. Все-таки в процессе суть, а не в участниках. Ну, может быть, кто-то лучше показывает, или кто-то объясняет проще. Ну, то, как Кира объяснил священника, это было, да, Это было с понятно. использованием меня, да, это было прям очень хорошо. Ну, консервный нож как это? Консервный нож. Очень даже. Здорово. Так, Данил, ну вы тоже у нас сегодня во второй раз пришли помочь 23-й школе. Вот и тоже какая-то разница есть между тем, вот когда вы со своими играли одноклассниками, и вот, ну, с чужими людьми, с которыми вы видите сегодня в первый раз, да, в этой игре? Я не знаю, особой разницы не почувствовал. То есть Ну, особого интересно. коннекта не было с одноклассниками, с одношкольниками? Да нет, точно то же самое. Точно так. Но согласились сразу. Почему? Помочь вот ребятам. Мне было интересно, почему нет. Так, огромное вам спасибо за участие в нашей игре. Я надеюсь, что 30-я школа к нам еще раз придет на этот раз за Отыграемся. победой. Ну что ж, дорогие друзья, порой даже самое простое слово довольно-таки трудно отгадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра телеактивно. Увидимся на следующей неделе. Пока! Пока!